Всем привет! Салем. С вами подкаст «Женщины беспокойного ума», И его ведущие, авторки. Меня зовут Айнур Мазибаева. а я Игуль Черендинова. Наша сегодняшняя тема может быть сформулирована вот так. Деколонизация и голос женщины в этом процессе. Заумное название пусть вас не отпугивает. Мы сами к этой теме подходим во второй раз. У нас есть один записанный выпуск. По техническим характеристикам он не очень сильно эфирный. Хотя я настаиваю когда-нибудь его разместить в эфир. Смиксовать или Ну да. повторно сделать. Окей, мы говорим о деколонизации или о постколониальном дискурсе. Именно с такой формулировкой в 2024 году был круглый стол, который вызвал шумиху в социальных сетях. И тогда мы задумались о том, почему мы на эту тему никогда не говорили с тобой. Хотя наши проекты так или иначе обязательно касаются и истории Российской империи, и истории Советского Союза, и предыдущих империй, которые были на территории степи. Вот, Айгуля, почему я настаиваю на этой теме? Хотя для тебя она Я звучит так вздохнула, не да? очень, да. Да, я не люблю тему деколонизации, и накануне записи я все время думала, почему же, я вот все время от нее открещивалась, да, потому что, во-первых, с определенного момента у нас в стране очень часто стало звучать это слово деколонизация, и оно, если честно, набило оскомину. И я все время дистанцировалась от этого, думая, что тема деколонизации меня, в общем-то, не касается. Объясню почему. Я казашка. Я выросла и родилась в советском Казахстане. Я разговаривала на том языке, который был мне комфортен. Я использовала русский, я использовала казахский как свой родной в общении с родными, близкими, да. У меня не было там какой-то, как это слово, сегрегации, да, по языковому признаку. Я никогда не стеснялась того, что я казашка. Я не чувствовала никакой ущемленности с точки зрения знания своей культуры, своей истории, своей литературы, потому что всю жизнь я занималась проектами, которые, позволяли мне знать это очень хорошо, да. И мне никто никогда не запрещал это делать. Я думала, какая деколонизация? Просто занимайся своим делом, изучайте. Я же никто сейчас не ставит никаких препон, да. И сейчас я понимаю, что, во-первых, кстати говоря, я практически перечислила все признаки, да, как сказать? Колониального мышления? Да, вот ущемление по языковому признаку, когда наши родители, мама моя там и их поколение, когда они действительно стеснялись быть казахами. Это было, как сказать, чуть ли не как второй сорт, когда ты там не знаешь языка, ты уже все равно на вторых ролях где-то там поступая в институт, да, там квоты вот эти по национальному признаку, которые, вообще-то оскорбительные в своей стране, будем говорить так. И еще какие-то моменты, я их все практически перечислила. Но недавно в разговоре с коллегами, взрослыми женщинами, журналистками, прозвучал такой момент. За что, говорит, нам любить казахский, а не казашки? За что, говорит, нам любить казахский? Мы вот, говорит, там итальянский красиво звучит, французский, там богатая культура, я не знаю, прикосновение к чему-то, там английский язык там мирового общения, а русский это вся литература и вообще вся наша жизнь, а казахский что он нам дает? И я тогда подумала, я не оскорбилась, я там не еще что-то, но во мне это подняло какую-то такую волну, что вот представляешь, вот это наше советское прошлое, колониальное, как мы сейчас точно можем говорить, оно привело к тому, что целый пласт людей даже не задумывается о том, насколько он отдалился от своего языка, насколько отдалился от своей культуры, да, и им нужны дополнительные резоны, чтобы теперь любить свой родной язык, свою родную культуру. И вот этот вот разворот. И вот этот вот разворот дает мне теперь право говорить о деколонизации, понимать, что это до сих пор актуально. Это не до сих пор, это вообще актуально и, по всей видимости, будет очень долго актуально. И опять же, да, вот ты сказала, что ты посмотрела интервью Асановой. Да, И удивилась тому, что те темы, которые мы поднимали 10 лет назад в одном из своих проектов, они до сих пор воспринимаются как что-то вау. Открытие. Расскажи. Самая распространенная штука, которая встречается, например, в соцсетях.
когда мы публикуем какие-то рилсы или какие-то отрывки из этнографических источников, и там все путешественники 18-го, 19-го, начала 20 веков пишут «киргизы, ты». И у всех, у большинства людей, типа, при чем тут казахи? Ну, киргизы киргизами, казахи казахи. И меня все время оторопь берет, как будто люди не проходили на уроках истории такие сведения, такой факт, что до определенного времени наш народ именовался киргиз-кайсаками. И как-то не особо никого не волновало, что сами-то эти люди себя называли казахами. Вот. И поэтому такая путаница. В 21 веке живем, 25-й год на дворе, а люди до сих пор не понимают, что так вот иногда поступали. Это что? Это невнимательность к собственной истории? Ну и к собственной истории, и, может быть, нет интереса к То тому, есть чтобы вообще покопаться, почему. сколько лет когда-то. независимости уже мы будем громко Ну, заявлять? мы 30-летие уже отметили, да? отметили, Ну, да. больше 30 лет. Больше 30 лет. И мы каждый год... Как будто объясняем заново. Да-да-да. Это казахи. Сколько лет у нас история Казахстана, это как такой профильный, как сказать, основной, один из основных предметов, который обязательный там на всех экзаменах и так далее. Вырастает поколение, следующее поколение, и все равно все так с удивлением. О, нас когда-то называли киргиз-казаками почему-то, да? Да. А тогда киргизы кто были? А киргизы именовались дикокаменными киргизами, буруками. А мы в своих и так проектах далее. без конца, как заведенные говорим. А у кочевников была вот такая-то культура. Устная, да. Да-да-да. Это не означает, что они были безграмотные поголовно. Ну да, у нас не было памятников, там, я не знаю, Медицины архитектурных, не было, да, но у нас было то, и исключительно по казахскому костюму, даже по женскому или национальному костюму можно проследить развитие, я не знаю, как это правильно сказать, цивилизационные скачки, я бы сказала, да, начиная с изобретения стремени, колеса, каблука и еще много чего. Мы об этом обо всем рассказывали. Готовы повторить. Ну, кстати, адресуем вас на наш канал и в нашей соцсети. Подписывайтесь, у нас очень много выпусков на эту тему, не только подкаста. В общем, зашли мы эмоционально. Наверное, теперь нужно по полочкам разделить, что такое все-таки, да, колонизация, деколонизация для тех, кто еще не в курсе и не наслушался еще всех этих дискурсов. Ну и, в общем, чтобы не отпугивать людей, я просто скажу, что если вам интересно, то обязательно посмотрите, просто погуглите или там в Википедии посмотрите, когда появилось понятие деколонизация, постколониальность и так далее. Просто вкратце скажу, что это теория, считается, эти взгляды, система взглядов, она в первую очередь, конечно, касалась официально признанных колоний каких-то империй, то есть Британской империи, государства, которые сейчас независимы, когда-то были французскими колониями и так далее. Да, там были действительно явления, связанные с апартеидом, там были явления, связанные с сегрегацией и так далее. Да? То есть там было жесткое разделение на типа недочеловеки там, или там, привилегированные какие-то люди и привилегированные классы. Понятно, что казахская степь, она входила в состав действительно одной из империй, это была Российская империя. Нас учили, что это было добровольное вхождение, но если мы так немножечко оглянемся назад и поточнее сфокусируемся, там были бои за Акмечеть, были бои за Ташкент, были бои за средневековые, здесь нужно, среднеазиатские города. Если самым простым языком сказать, что нашим ханам, тогдашним, будем говорить, руководителям, сделали предложение, от которого они невозможно было отказаться. Да. То есть они вошли в состав Российской империи, но все эти национальные, сейчас уже республики, отдельные независимые, тогда входили на правах национальных окраин. И уже вот это вот слово «окраина», оно уже давало понять, что и в всяких реформах, и в экономических каких-то процессах обязательно главенствовал центр, обязательно на периферии что-то происходило по остаточному принципу. И затем, пока я доскажу, и затем после этого у нас появилась новая империя. Ее, конечно, официально по-другому именовали, это Советский Союз, но признаки, я думаю, ученые там, они как-то это государство или формирование, оно определяет как в том числе империю. По крайней мере, там имперские замашки там явно были. Вот. И Казахстан тоже был частью этой страны, и тоже не все сразу. Там была сначала Киргизская республика была, только потом, спустя сколько-то лет, стала Казахская республика. Территории там тоже также, невзирая на какие-то исторические предпосылки, Москва и центр, Кремль краил
под себя. То есть в данном случае тоже мы были в подчиненном положении. Но это такая база. То есть есть ряд признаков, которые, ну как сказать, не субъективные, не мы их выдумали, обозначенные учеными, согласно которым все-таки Казахстан был колонией. Ну, по крайней мере, постколониальный дискурс, как говорят Утверждает об специалисты, этом. для нас, да, не пустой звук. Из самого свежего мы, конечно, не сильно ориентируемся на новостную повестку, но все равно учитываем. А тут в тему. Совершенно недавно наши соседние собратья, кыргызы, они ввели норму, что из фамилий, отчеств граждан уходит окончание овна, ович, ну и так далее. А То есть фамилии? и фамилии, и отчество, все. Там они свои там почитайте, если интересно. Я только запомнила, что там, ну вот как у нас, там, например, Жанат Улы, у них там Мгм. Улу будет, то есть Мгм. сын Жаната. То есть все Ну, как что ж, у поздравляем Степняков их с очередной ступенью. в обретении национальной идентичности, Да, да, да. возвращении, вернее, идентичности. Вот я про это хотела обязательно сказать. Мы-то этот порог прошли еще на заре, На да, заре независимости, независимости. да, да. Это, по-моему, один из первых шагов был, когда все начали переходить на кызы, улы. Да, и я помню, что у меня согруппница в институте, у нее несколько детей, и мы, ну, это была такая шутка, что вот у Сандугашки, у старшего ребенка одна фамилия, у среднего ребенка другая фамилия, ну, там младший родится там еще. Это на имя одного деда записывали, на имя другого деда, а родственников у казахов очень много, как известно. Мгм. В общем, тут богатейшее поле просто для импровизации. Я вот, кстати, сейчас в начале достаточно эмоционально, когда говорила о том, что я говорила на казахском языке, мне, наверное, надо здесь сказать, что вообще я много лет жила в глубинке ВКО, Восточно-Казахстанской области. Там было одно из сел, которое называлось Коробиха. Это такое киржатское поселение было. Когда-то там по руслу реки Иртыш бежали эти российские, русские тогда еще крепостные, и вдоль реки они, Староверы? староверы, да, Мгм. устраивали поселение, и Коробиха это было одно из таких. Прям очень глубинка такая. И, естественно, я там, ну, училась в школе абсолютно на русском языке. Очень часто в моей речи были словечки специфические русские, которые даже вот не в Несовременный литературном, русский да, не язык. современный русский язык. А потом так получилось, что родители переехали в другое село, Белкаравай называется, и я официально это была точно такая же русскоязычная школа. Мгм. У них уже был казахский класс параллельный. И я такая прихожу, и математику у нас вела Багдангуль Апай. Вот, кстати, я тогда только столкнулась с этим, что учителей называли не по имени, отчеству, а имя и Апай. Вот это, Багдангуль Апай. И она вела математику на казахском, а я в русском классе. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю, но у меня это не вызвало сопротивления. Я сейчас понимаю, что мне это дало вот как раз-таки базу, чтобы заговорить Мгм. на казахском языке. Деваться-то некуда. Да, а что я делала? У меня была единственная книжка, по-моему, на казахском языке, Оралхан Букей, кстати, земляк мой, да, и я просто садилась и вслух читала на Мгм. казахском, чтобы Артикулировать, да, вот это всё, да. проартикулировать, да, для себя и какие-то вещи все-таки запомнить. И тем более на носу были экзамены, выпускные 11 класс, и мне надо было получить хорошую отметку. Я тогда вот личницей все время рвалась. Ты щас Ничего не изменилось. И я вот прям читала, читала, читала. Но те года это не воспринималось, что вот я тут вот деколонизирую свое сознание, да. Просто была необходимость, и я это делала. Но ты была внутри этого процесса. Да. Вот, кстати, про нахождение внутри процесса я сейчас одну, ну, не знаю, эксклюзивную информацию, наверное, там произнесу. Несколько лет назад я была в Государственном архиве и собирала материалы для одного из наших проектов, и мне попались документы, связанные с процессом насильственного оседания кочевников казахов. Мгм. Как известно, это происходил процесс, начался в 20-х годах и в 30-х развернулся, за что, кстати, степь поплатилась миллионами жертв, поскольку там и голод был, шаршылык, и ну, как бы неграмотный подход к ведению хозяйства. Вот. И здесь мне попались протоколы совещания отдела работниц
крайкома ВКПБ, ладно, это были такие организации, ну, скажем проще, женотделы. И вот они говорили о своих проблемах. И что значит быть внутри этого процесса? Женщина по имени Ногаева говорит: я из батрачек проработала женским организатором. Выдвинули предрайисполкома меня в Акмолинском округе. С работой я справлялась ввиду того, что работала на родном языке. После этого дали работу в животноводческом отделе, но не разъяснили, что делать. Целыми днями я сидела и читала газеты «Еңбекші Казахстан». Были случаи издевательств со стороны женщин-служащих, когда они открывали двери в кабинет и смеялись над тем, что я читаю газету. Больше оставаться на работе неграмотной по-русски я не смогу. То есть ей было очень тяжело, то, что она работала на казахском языке, на родном языке в своем ауле. Там она была такой как проводницей новых реформ. То есть она поверила советской власти, там она была на своем месте, ей было интересно начинать новую жизнь. Ее перевели в другую в городскую среду, и здесь надо было знать уже русский язык. И это был очень психологически сложный процесс. А вот еще одна женщина по фамилии Нурумова, она вот жалуется на то, что ее послали в молочный отдел, но не объяснили, на какую работу. И она не знает, то ли она там заведующая, то ли она там практикантка. И она вот 3-й месяц живет там, и ей не дают никакого жилья, и как будто бы в насмешку мне предлагают или ванную, или кухню. Мне не нужно денег, говорит эта женщина, ни ответственных постов. Пусть дадут возможность учиться, иначе работать мне трудно, не зная русского языка. Я согласна вообще лучше обратно вернуться в аул, если не улучшат условия труда и вообще не дадут развернуться нормально. Это вот жалуются женщины, которые были сами в процессе того, что называется сейчас у нас освобожденная женщина Востока. Была такая программа, такой курс. Да, это какой год получается? Но вот это вот протоколы собрания 30-х годов. 30-х это вот казахстанские женщины, они участвовали в этом процессе. Гораздо ближе, смотри, моя мама приехала с аула, получается, учиться в медицинский, и не зная русского языка, они вынуждены были там как-то кооперироваться с соседками, там что-то как-то горец пополам учились. И пока они не овладели полностью вот русским языком, образование получить высшее и среднее специальное было очень сложно. Это мама училась где-то, наверное, 70-е, да? Ну да. Ближе. Я училась в университете в 96-м, 97-м. И моя подруга Жанна, например, она приехала там с Зайсана, поступила на журфак, но так как казахской группы не набралось достаточно, ее перекинули просто в русскую группу на наш журфак. А человек абсолютно казахоязычный был. И мы проходили тот же процесс. То есть там был у нас такой Владимир Филиппович, он все лекции вот так вот распечатывал и нам выдавал. И я эти лекции ей переводила на казахский, на свой ломаный казахский, но все равно на казахский я переводила и помогала готовиться к экзаменам. Понимаешь, это какой огромный разрыв, 30-е, там, 70-е, 90-е, и все, оно все шло, и просто сейчас, наверное, уже ситуация поменялась. Недавно я прочла где-то то ли трец, то ли пост чей-то, что если вы хотите знать, как будет выглядеть Казахстан через 10 лет, на каком языке будут в Казахстане разговаривать, на каком языке потреблять контент, посмотрите, кто сейчас учится в школе, да, и на каком языке. То есть сейчас 70% выбирают языком экзамена ЕНТ, казахский. И вот нам понадобилось сколько времени, чтобы это поменять? 3-4 поколения. 4 это точно поколение. Но это что касается языка. Это, наверное, такой естественный процесс, когда мы приходим. Но удивительно, что деколонизация – это же не только вопрос языка. Не только. Это большой глобальный вопрос мышления и принятия себя. Что там, например, без казах позгой, вот это вот немножко такое какое-то уничижительное, да? Либо наоборот, есть какая-то такая гипертрофическое ощущение себя казахами, что до смешного, которое доходит, там, я не знаю, все эти шутки про то, что куда ни ткни, везде там что-нибудь великое казахское. Я вот про вот эти небольшие какие-то нюансы, да, качели. Да, но это такие качели, да, либо вот ты внизу, либо ты наверху. Да, но потребность в ощущении собственной идентичности, в ее вот прощупывании, понимании, она
просто огромное. Ну, сейчас-то да, особенно когда развалилась одна страна, родилась другая страна, и люди вот это все рефлексируют. И вот этот как раз как возможность свободно про это говорить, спорить, дискутировать, да, ну, не отрицать каких-то исторических моментов, наверное, это и есть часть вот этого процесса, который Процесса, да. называется деколонизацией. Он может называться по-другому, он может называться переосмысление своего прошлого, там, возвращение к своим историческим корням. Да, Опять же, но мы в этом процессе как раз топим за то, что вообще-то можно послушать женщин, голос женщин. Сейчас вот мы вам привели там записи, да. стенограммы столетней давности, на минуточку. Недавно я публиковала в соцсетях, помнишь, вот эту хронику, ровно 100 лет назад в Москве, 25-24 года, был конгресс, третий конгресс Коминтерна, такая большая организация, и там в рамках этого конгресса собирались женщины, как раз привезли туда казашек, туркменок, узбечек, каракалпачек. И вот на хронике, значит, женщины с открытым лицом, женщины с паранже, они, значит, слушают доклады, там Клара Цеткин выступает, значит, голосуют, все. Дальше голос за кадром, я так ржу, это вот советская хроника, там, значит, типа участниц съезда повезли в цирк, чтобы показать мистерию Буф, это такая пьеса Владимира Маяковского на немецком языке. Я думаю, представляешь, какой у женщин разрыв вообще шаблонов всего. Там, в ауле у них, наверное, они приехали, наверное, столько всего рассказывали. Они были внутри этого процесса. И вот очень мало информации о женщинах, как они проходили через этот процесс. И как раз мы топим за то, что нужно давать слово вот таким фактам, таким Ну да, свидетельствам. мужчины там на своих курултаях, встречах, помнишь, мы цифры Наша приводили, любимая что цифра, да. что из 33, по-моему, рабочих часов, да, 20 мужчина проводил на встречах, собраниях и курултаях. Они-то там были, как сказать, в процессе, видели все, ничему не удивлялись, а женщина, Учили которая язык, занимались домашним занята хозяйством, бытом, ребенком и прочее, учились. для нее, наверное, это было открытие целого мира. Эх, значит, приведу вот эту справку, тоже она мне, ну, как одна из любимых. Исследователи приводят в пример обращения, письма женщин, жительниц колониальных окраин к каким-нибудь сильным мира сего. И я когда читала такие работы, я вспоминала несколько прошений ханш казахских. Мы про них тоже в наших проектах говорили. Вот, например, мать хана Джангира, это вот правитель внутренней Букеевской Орды, это одно из последних государств, не знаю, на территории Казахстана, тогда это входящий в состав Российской империи. Так вот, у Букея хана была вдова, Аттан ее звали. Она заступилась за права своего сына малолетнего, его звали Жангир. Теперь мы его знаем как просвещенный хан Жангир. Вот если бы не эта женщина, не его мама, которая написала как раз прошение белому царю, чтобы он вообще-то как-то признал права ее наследника и поставил руководить, значит, образованием этим. И я просто, когда читала это прошение, оно у нас есть. Это 1815 год. Вдова хана Букея пишет русскому императору Александру Первому. Завещание покойного мужа моего, хана Букея Нурали, сына, в отношении владения помянутым киргизским народом сыну моему Джангеру Букееву не оставьте утвердить высочайшую вашего императорского величества милостью. И вот это вот отношение снизу вверх, оно вот проскальзывает в этом письме. Понятно, что она не знала русского языка, и за нее это писал прошение там писарь, но он все вот эти реверансы совершал, и что это, как не свидетельство того, в каком положении были вообще кочевники в Российской империи. То есть она просит, зачем она просит? Это вообще законные... Ее право. Ее право, ее наследование. Да. Ну, это так устроено было. Вот мы с тобой приводили этот пример, можно, да, я зачитаю, когда афро-иберийская женщина Франциска Фигероа обращается к королю Испании. И ее лексика, я сейчас прям все не буду зачитывать. Я, Франциска де Фигероа, цветная мулатка, должна написать господину нашему королю прошение о выдаче мне лицензии, чтобы я и моя упомянутая дочь могли уехать и проживать. Тра-та-та. Она обо всем тут это пишет, и пишет не на своем родном языке, а на
их на официальном языке колониальной Латинской Америки. Это 17 Да, год, да, да, по-моему, да. век. То есть вот они вот прям настоящие Свидетельство вот такого подчиненного колониальные положения, народы, да. да, подчиненные народы, им Созвучный, да? очень созвучная Созвучный, да. лексика. Если бы была возможность, например, сделать, мне кажется, Такой как этот фактологический какой-то анализ, контент. контент-анализ, можно было бы по лексике вычислить большой процент И совпадений. точно такие же прошения писала Ханча Айганым, благодаря которой вообще, если так, по большому счету, мы сохранили земли вот Сырымбет, земли, на которых потом родился Чукан Валиханов и прославил свою родину, свою отчизну. То что вы так в конце так прям? Это вот голос женщин в имперской этой матрице. И продолжаем. Про наш распиаренный курс освобождения женщины Востока. Сколько фильмов на эту тему снято? Самый известный. Гюльчатай. Да, Открой Гюльчатай, личико. личико, да, как это? Товарищи женщины, как говорился красноармеец Сухов. Тогда это смотрелось Советская весьма власть вам позитивно. принесла, да, свободу, права. Конечно, очень обаятельный образ такой. Вот новая жизнь открыта для вас, снимаем паранжу. Только потом мы, спустя годы, даже мы с тобой, казалось бы, в теме, ну, как-то были потрясены тем, что за срывание паранжи там сотни женщин поплатились жизнью, их просто зарезали их ближайшие родственники, мужья, отцы и, не знаю, братья, дяди. Это плата за вот, Раскрепощение. за раскрепощение, за то, что... Знаешь, я считаю, что это плата за то, что центр, ну, это, будем говорить, Москва, центр, Кремль, не разобравшись в местном менталитете, в местных реалиях, в местном укладе, в местной культуре, просто вот так нахрапом пришел и выдрал женщину из этой системы и не интересуясь, какой кровью. Да. Вот. Потом они от этого, этот курс назывался, эта компания называлась Худжум, они потом, большевики, были вынуждены отменить и очень-очень аккуратно, очень уже сознанием специфики потихонечку добиться своего. Это было уже более мягко, ну, плоды есть, хорошо, что они есть, девчонки действительно получили доступ к образованию, Да. они перестали быть молодыми, как-то несовершеннолетними женами, невестами, матерями. Это благо. Ну вот и когда мы часто встречаем же вот в рилсах, там, в коротких видео кадры советского, или как сказать? Ну, друга Советского Союза, Ирана. Да-да-да, Иран там определенного времени, или Афганистан, когда до там исламской показывают революции, да. достаточно лубочно такие женщины в коротких платьях, там, в стрижках, они вот там что-то живут совершенно светской жизнью, и говорят до типа и после. То есть вот это вот достаточно лучезарная картинка, она им далась очень-очень большой ценой, которую там пережили они во время вот этой операции по снятию паранджи. Угу. Ну и сейчас как бы, наверное, логично, что пошел обратный откат. И Такое опять заворачивание гаек. Да, заворачивание гаек, заметила, закручивание, да? И снова оделись они в эти одежды. Я не думаю, что они это делают по собственному желанию, но тем не менее. И заметила, да, что именно процесс покрытия женщины, как бы открытие лица и, наоборот, покрытие женщины, он как бы это вот зримый символ такой перемены. Интересно, для мужчин такого так что-то отката разительно или менялось? У них-то не было, наверное, таких. Ну, что, просто мы не специалисты. Наверняка общество так или иначе какую-то ломку переносило. Я думаю, что не без этого. Я вот, кстати, цитировала на одной записи «Руки женщин моей семьи», книгу, да, и она там тоже рассказывала вот это, что их азербайджанская семья, то есть когда они выходили из дому, там общественные мероприятия, там они все шли на парад какой-то там или еще что-то, они были типичной советской семьей, нарядная мама, суровый там папа, держит за ручку своих дочерей, там женщины обязательно нарядные, там все такое. Но когда они заходили в дом, не было этой иллюзии. Папа был тираном, мама должна была сидеть в другой комнате, питаться в другом месте, то есть мужское и женское не смешивалось. То есть, возможно, это как бы какое-то такое, как сказать, внешнее было проявление, что вот мы все советские люди, мы все равные, у женщин одинаковые права, она также может ходить на работу там и так далее. Но в лоне семьи многие сохраняли традиционный уклад.
У меня ощущение, что какое-то, ну, как будто в каждой семье там свои какие-то правила были. Да, но я к тому, что, например, мне так кажется, что в Казахстане мы быстро как-то, как сказать, Адаптировались? адаптировались к тем условиям, нас, наверное, вынудили, да, легко отказались от собственного языка. Мгм. Ну, Не, нет, нелегко. меня не Нет, простят, если все-таки я нет, так да, скажу, да. нелегко, Мы, нелегко. мы быстрее, будем так говорить, быстрее адаптировались, подстроились под систему, быстрее отказались, может быть, от языка, да, ну, по крайней мере, демонстрировали такое Мгм. служение идеалам там партии, Ленина. Я помню, как такой случай, я, по-моему, уже его вспоминала, как-то однажды я ехала в транспорте общественном, это было еще, когда я студенткой была, и мы, естественно, между собой, девочки, разговаривали на русском. И какой-то дедушка, Аташка, он прям на нас так «Қазақша неге сөйлемейсіңдер?» Вот так, вот это вот их любимый нарратив, да, и ему тогда сказали, это не я была, а кто-то другой сказал, что типа, а когда вы все хором там шли и пели «Ленин біздің атамыз, Ленин біздің бабамыз», никто из вас не сопротивлялся, когда все школы поголовно стали русскими, Мгм. да? Он как бы стушевался, и мне Мгм. тогда показалось, что «О, мы его Сделали. осадили», да? А сейчас я понимаю, наверное, ему было больно. Наверное, они были, ну, как бы в таком положении, когда, опять же, невозможно было поменять вот этот вот натиск, вот этот вот напор системы и развернуть его в другую сторону. Но с другой стороны, вот чисто по-человечески, я сейчас вот просто по-человечески недоумеваю, почему у узбеков это получилось, они сохранили свой язык и все на свете, да, а у нас нет. Ты знаешь, ты сейчас звучишь как моя мама. Вот у нее это боль, вот именно твоими Да. словами выражается. Почему у нас так, а в соседних, вот буквально в соседних республиках, они как будто Но выстояли. историки нас Ну, я поправят, слышала, они скажут, что у нас Нет, совершенно там, разные ситуации, да, разное давление было на нашу страну и на их страну, да. там еще условия жизни разные были, Ну да. вернее, как, культурный контекст разный. Я вот слышала, сейчас боюсь соврать, на днях вот какой-то исследователь говорил, что общество, которое живет ну, в кишлаках, условно говоря, оно как бы более Законсервированные. законсервировано, меньше шансов там что-то переломить и сделать из Вот него это нового вот, человека. вот к той А у нас отсылке это про как то, будто, да. что, опять же, да, возможно, у узбеков вот с их закрытой патриархальной, более исламской, более мусульманской, когда они там в своих махаля закрыты, они в семье могли сохранить и религию, и язык, и вот это вот уклад. А мы нет, мы не такие, мы чуть открытые. Ну, про нас говорил вот тот же востоковед Алишер Акишев, археолог. Он говорил, что кочевники более пластичные, более пластичные. Это Жизнь не плюс такая. и не минус. Да. Это про выживаемость. Да. Вот в таком виде, но доносятся. Про Культура, образ жизни, да. про необходимость как-то приспосабливаться к тем или иным условиям. Но за это, конечно, и плата у каждого своя. Да. Вот. А Поэтому почему это именно про звучит боль. сейчас такой, как бы, ну, как ты правильно заметила, что это боль, потому что, мне кажется, если бы нашим родителям или там еще удалось в большей степени сохранить этот язык, нам бы было легче, нашим детям было бы легче. Это как мой старший сын, когда у меня родился младший сын, он сказал, ну, может, его вы сразу будете учить на казахском, чтобы он не мучился, как я. Но мы внутри этого процесса, мы Да. внутри своего процесса. Мы идем, мы движемся, мы это осознаем, самое Мы это главное. рефлексируем. Да, это И говорим. я думаю, что рано или поздно мы все равно придем к той точке, когда мы будем наконец довольны и собой, и системой, и вообще. Я хочу вернуть тебе вопрос, который Ага. ты мне когда-то задавала. Так. Мы любим опираться на этнографические источники, на Любим. исторические факты. Это наша сила в этом. Как теперь воспринимать все эти заметки путешественников, этнографические альбомы, записи, наблюдения? Да, которые для нас, как будто мы их правило, наследовали, основная да. база. Да, мы же наследовали это со времен Российской империи, где это все зафиксировано, ну и советского времени. Да, но как только что мы проговорили, мы же уже осознанно на это смотрим. Понимаем, что какие-то вещи, может быть, оценочные, да, может быть, с точки зрения вышестоящего человека на нижестоящего человека были сказаны. Можно уже это отсеять, но не вычеркивать это ни в коем случае. Просто уже смотреть на это с пониманием, почему оно так сказано, в
каком контексте это было сказано, с какой позиции на это смотрели. Соглашусь. Я бы хотела просто нашей аудитории дать конкретный исторический пример, когда мы с тобой, помнишь, часто сами говорили и слышим, и это преподносится как достоинство кочевниц, что они такие свободные, они неограниченные, лица открытые, они сами везде задействованы во всех хозяйствах. Если были набеги, они там могли дать отпор. Это то, что с восхищением отмечали европейские путешественники и исследователи. Да? Но помнишь наше, не то что удивление, но какое-то открытие маленькое, когда несколько лет назад мы послушали Зиру Наурзбаеву, и потом почитали работы Стасевич, Инги и других исследователей, которые дополнили эту картину, которые говорили, что если сравнивать общество, жившее по шариату, это наши оседлые соседи, если сравнивать общество, которые жили по адату, это кочевницы, кочевницы, то казахская женщина была вообще бесправна в финансовом положении. Она, конечно, как подобно европейской даме, не могла открыть счет в банке, у нее просто не было тоже средств своих. Но при этом она, конечно, могла управлять родом, как Мурза Хатун, да? Сейчас мы в следующем выпуске поговорим про традиции, и там этот вопрос непременно всплывет. Все, интрига. Анонс на следующий выпуск. Поэтому приглашаем вас слушать, смотреть наш подкаст, который называется «Женщины беспокойного ума». На сегодня все. С вами были Айнур Мазибаева и моя коллега Айгуль Челендинова. До новых встреч. Увидимся.